Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире Алатау-24, программа «Социум». Депутаты Джугурку Кенеша предлагают запретить использование смартфонов учениками во всех общеобразовательных учреждениях. На эту тему мы решили поговорить с гостями нашей программы. Это завуч школы-гимназии номер 13 Замира Момонкулова и эксперт проекта развития механизмов финансирования безопасности образовательной среды Евросоюза Анна Кириленко. Здравствуйте. Большое спасибо, что вы пришли к нам в студию, чтобы ответить на наши вопросы. Готовясь к этой программе, я уже поняла, что мнение взрослых по поводу использования смартфонов разделилось, скажем так, на два лагеря. Кто-то говорит, нужно запретить, потому что они мешают. И другие взрослые говорят о том, что нет, запрещать нельзя, нужно найти какую-то середину. Давайте сейчас попытаемся высказать свои мнения для того, чтобы стало нам ясно, приносят вред смартфоны или пользу, и как ими пользоваться, где эта золотая середина. Вы являетесь заучем 13-й школы гимназии. Естественно, каждый ребенок с собой в школу приносит смартфон. Скажите, пожалуйста, как у вас отрегулирован этот процесс? Так, конечно, у всех детей сейчас есть эти смартфоны. В школу приносят, но, конечно, мы во время уроков запрещаем пользоваться смартфонами, а на переменах, конечно, они пользуются. Ну, как вы считаете, ребенку нужен смартфон в школе? Во время уроков, конечно, они отвлекают. А вот, конечно, они еще влияют на память, наверное, детей. Они стараются не запоминать материал какой-то, а стараются быстрее сфотографировать с доски объявлений или со школьной доски учителя. Конечно, это... С одной стороны, это экономит время, да, ученика, да, потому стороны... что они очень загружены в наше время. Экономит их, да, личное время. Они быстренько сфотографировали расписание уроков, быстренько сфотографировали домашнее задание, да, но в то же время память их не тренируется. Скажите, Анна, вы думаете, есть ли какие-то еще минусы у использования смартфонов именно детьми? Вы знаете, ну вообще, как и любой инструмент, да, он имеет как плюсы, так и минусы. И смартфоны, ну вот вы знаете, я как эколог, да, могу сказать, что при выборе смартфона нужно, конечно, большое внимание уделять ряду параметров, вот в частности SART, да, это параметр, связанный с электромагнитным излучением. И когда ребенок довольно часто использует его или носит на себе, да, в карманах одежды, то это может оказывать негативное влияние, и это показали ряд исследований, да, то есть опять же вопрос, как использовать, да, нужно использовать грамотно, выбирать грамотно, да, и это важные параметры. Излучение влияет точно так же и на клетки головного мозга, да, и притупляет какие-то психические процессы. Вы знаете, вот по результатам исследования, различного рода исследований было показано, что воздействие есть, но сказать, что оно воздействует на память, внимание или на что-то вот, на такие конкретные привычные нам понятия, да, тут довольно сложно. Но электромагнитное воздействие, которое оказывается на организм, однозначно может нести негативные последствия. Да, не буду пугать, как именно, в каких видах, но скажу только вот в общем, что да, оно может нести негативное воздействие. Ведь когда они пользуются смартфонами, они погружаются в какой-то виртуальный мир развлечений, игр, да, общения. Скажите, пожалуйста, вот на данном этапе развития, скажем, с 1 по 4 класс, необходимо ли это детям, вот этот виртуальный мир для развития их? Так, мне кажется, есть плюсы и есть большие минусы, потому что дети не могут, вот у них задержка речевого развития, наверное, больше. Они живут в виртуальном мире, смотрят или играют в какие-то игры, а вот речевая Функция у них, конечно, немножко угасает, потому что даже когда они переписываются, они сокращают слова, да, и слово «спасибо» делают просто элементарно СПС, да? И этот язык становится таким особым, который понятен только определенным подросткам. Ну, конечно, сейчас депутаты предлагают, чтобы ученики вместо сенсорных телефонов носили с собой кнопочные. И мы знаем, что в нашей школе, в нашей республике есть школы, которые категорически запрещают использование смартфонов, и в их школе действительно телефоны только для связи. Но как грамотно решить? Вот что говорят эксперты? Вы знаете,
вот мы не должны забывать, что дети – это не отдельное какое-то общество, да, это часть нашего общества. Это такие же люди, как мы с вами, да, которые точно так же пользуются смартфонами и всем остальным. Другой вопрос, что вот вы сегодня с самого начала программы озвучили две позиции, да, и я, наверное, вот думая про себя, я отметила, что я все-таки сторонник второй позиции, которая говорит о том, что тотальный запрет, да, на, например, использование гаджетов различного рода, и в частности смартфонов в школах, ну, во-первых, он сложно осуществим, легко обходим, да, и ну, я думаю, что он не принесет таких результатов и плодов, какие мы вот от него ожидаем. Поэтому я вижу, что, скорее всего, нам нужно думать о том, как это отрегулировать. Ведь вот будущее, да, дети – это те люди, которые будут жить в будущем, да, и мы понятия не имеем, какое оно будет. Да? И когда мы сейчас искусственно собираемся там блокировать, ограничивать и так далее, это крайне сложно. А вот выстраивать вместе с ними это будущее, вот это важная и интересная задача. И мы предлагаем вот в рамках нашего проекта один из механизмов, это так называемая школьная конференция. Это такая площадка, ну, диалоговая, да, площадка принятия решений, куда, например, должны быть интегрированы родители, администрация школы и сами ученики в том числе для решения различного рода вопросов, в том числе вопросов, связанных с использованием различного рода гаджетов. То есть, когда это решение будет исходить, так сказать, от самих учеников, да, тогда его легче будет выполнять, нежели сверху учителя скажут: нет, нельзя пользоваться. Потому что вот представим себе на миг, да, вот нельзя, а он принес, что делать? Учитель должен изымать, тогда если он изымает собственностью ребенка, он попадает под удар, да, или он должен хранить это где-то в каком-то месте, значит, это ответственность, опять же, педагога, да, за сохранность этих вещей. Представьте себе, у нас педагоги и так такое количество ответственностей всяких имеют, что еще и это, как это реализовать? Легко предложить, да, но реализовать как? Вот в этом вопрос. Но факт того, что дети, даже несмотря на запрет, включают свои телефоны на уроках, да, и сидят не в образовательных сайтах, а наоборот зависают, как они говорят, в развлекательных и даже смотрят различные фильмы, это есть. И это их отвлекает от учебного процесса. Каким бы хорошим ни был учитель, как бы он интересно не вел свой урок, хотя, да, отмечать, нужно быть интересным. Но я думаю, что это тоже такое двоякое мнение. Всегда гаджет, он победит, и ученик будет отвлекаться именно на смартфон, и учителю очень сложно в этой ситуации. Скажите, у вас были какие-то такие карательные меры, вы выгоняли учеников, или как вы решали вот эту ситуацию? Карательных мер нет, мы не имеем права их наказывать или там выгонять с урока, или отбирать у них телефон, конечно, нет. Я могу сказать, что в прошлом учебном году, я знаю, учитель в начальных классах, классный руководитель 4 класса, они на родительском собрании вместе с родителями обсудили этот вопрос, и в школу вносить они договорились только вот кнопочные телефоны для связи с родителями на все случаи жизни. Иногда бывает, родители опаздывают, не могут вовремя забрать детей. Иногда бывает, дети пораньше вышли с уроков, что для связи только. А те смартфоны, планшеты, это пользоваться только дома. То есть примеры того, когда можно договориться, они уже существуют, и все это зависит от взрослых и детей, участников, так сказать, этого договора. Но некоторые учителя используют смартфоны и во благо. Вот есть такие примеры, Анна, вы знаете? Вы знаете, в 65-й школе, я знаю, что в школе-гимназии тоже это единственная школа с экологическим и экономическим уклоном. И вот вы знаете, я знаю, что на уроке географии зачастую задаются задания, которые необходимо использовать, при выполнении которых необходимо использовать смартфон. Да? Я думаю, что вся беда заключается в том, что все-таки эта вещь в нашем обществе, она новая. И мы еще сами, взрослые, не знаем, как правильно использовать ее и в образовательных, и развлекательных целях, но я думаю, что мы научимся. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что мы беседовали с заучем школы-гимназии номер 13 Замирой Мумункуловой и экспертом проекта развития механизмов финансирования безопасности образовательной среды Евросоюза Анной Кириленко. Оставайтесь на Алтау 24. Всего доброго.